Amen.
Твоей милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, и с Тобой живи и благодать на веки вечные. Пресвящение Христов на святейшем сердце Иисуса. О, если величие отпустил роду Христова, глянь на тех, кто покорно съявляется, это тоже Твоего алтаря. Мы Твоя властность и доверно лежать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро отдається на святейшему сердце Твоему, как еще боль з'єднатися з Тобою. Многие все не ведают Тебе, многие вернулись от Тебе, поражающие заповедями Твоими. Да смилуйся над ними и другими, воистину ласкавейшие, и притулимся до святого сердца Своего. Благодарим устам уездным дороги верным, и никого не отступились от Тебе, але есть нам направо, и Тебе погибли. Да поможи, как наихудшей, да любися явным отцовский дом, и не сдвинули от безбрачия и голоду. Будь благодарен для тех, кто полководцев вознес Бога, лучше Тебе. Приведи их к останку правды и единства веры, как утка настала от нарушения и отекаться. Подари Господу беспечную свободу, и дай всем народу спокой и сходу. Учеников на всей земле от края до края, один износися голос. Хвала Божьему сердцу, разъякое пришло для нас волнение, Ему хвала и пожалуйста на веки.
В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан. Человек любит перемены в своем жизни. Любить перемены, потому что перемена – это завжди нечто новое. Это нечто надзвичайне. Щось, що зміняє в ogóle має таку в собі властивість переміни життя чоловіка. Чоловік любить переміни, і чим частіше переміни наступають, потому что человек боится, что когда будут перемены, то тогда изменится все. Изменится сам человек, изменится вокруг свет, все будет иначе. Czasami tak это докладывается и нас, братов, czasami мы переходим в иншее место послуги, и закладывается такая думка, что я пойду в иншее место, и там все будет очень иначе. Не будет таких інших поводинок, не будет таких інших ситуаций, и солнце будет иначе светить, и браты будут легче, и все будет всем по-иному. А человек приходит, и все то же самое. Потому что человек помиляется у способе подхода. Перемена – это не значит, что что-то знищиться и створиться что-то новое. Перемена – это зовсім інший підход. Подчас этой Евхаристии я буду молиться о Божьем благословении в ответных отпусках для Константина, Виктории и Александра з нагоди їх днем народження. На початку этой Евхаристии я просим Бога за нашей слабости и за недбание. Споведаюсь Богу всемогущему и вам, братья и сестры, что сгрешили вини, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марии, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутній, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вічного. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Молимося. Всемогутный Боже, хранится вселенного добра, выслухай наши покорные просьбы, освети наш розум, как мы познали то, что правильно, и с Твоей помогу это выполнить. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и с Тобой живи и благодаря святости Духа Святого, Бог, пред все веки вечные. Аминь. Читание первой книги Володарства. У те дни король Ахав послал до сынов Израиля и собрал всех пророков на гору Кармель. И подошел Илья до всего народа и сказал: «Те долго будете хистаться у два боки, коли Пан есть Богом, то идите за им, а коли Бааль, то идите за им». И не отказал народ ему ни слова. И снова сказал Илья народу: «Я один застался пророк Пана, а пророка Бааля 450 человек. Нехай дадуть нам двух царя, и нехай они выберут себе одного царя,
і розсякуть його, і покладуть на дрова, але огню не подкладають. Я ж подрихтую другое целя і покладу на дрова, але огню не подкладу. Вы закликаете имя Бога вашего, а я буду закликать имя Пана. І той Бог, який дасть отказ праз огонь, есть Богом. І сказав отказ весь народ: добре пропоновано. И сказал Илья пророкам Бааля: выберите себе одного теля и подрихтуйте першими, бо ваш шмат, и закликайте имя Бога вашего, але огню не подкладайте. Узяли они теля, какое было дано им, и подрихтовали, и закликали имя Бааля с ранности до полдня, кажучи: Бааля, почуй нас. Але не было ни голосу, ни отказу. И скакали они вокруг охвярника, як і зробили. Коли настав полдень, Ілля почав сміятися з їх, кажучи: кричите мацней, бо він Бог. Махшима він задумався, або зайняти чим-небудь, або у дорозі, або може він спить, то нехай почнеться. І почали вони моцно кричать і колоть себе поводле своего звичаю ножами і титами, так, що кров лилася по їх. Минув полдень, а вони усе ще пророчили, аж до часу вечорового хвароприношення. Але не було ні голосу, ні отказу, ні знаку уваги. Тоді Ілля сказав своєму народу: «Идите до меня». И он же обновил разбуранный хлебник паном, и взял Ілля 12 каменев по колькости колена у сынов Якуба, якому пан сказал: «Израиль буде ім'я Твоє». И побудовал з этих каменев охвярник во имя пана, и зробив вокруг охвярника ров, емистостью звук садов зерня, и поклал дрова, и рассек теля, и поклал его на дрова, и сказал: наполните шатыры сборной водою, и вылейте на охвяру все спаления и на дрова. Потом сказал: зробите это другий раз. Коли они зробили другий раз, сказал: зробите. И зробили третий раз, и вода полилась вокруг охвярника, и ров наполнился водой. У час вечорового хвароприношения подошел пророк Ілля и сказал: «Пане, Боже Авраама, Исаака и Израиля, нехай познаюсь в этот день, что Ты один и Бог у Израиля, и что я, слуга Твой, зробив усьо поводле слова Твоего. Почуй мене, Пане, нехай познає народ грех». Их
Євангелію паводле Матвея. У той час Иисус сказал своим ученикам: «Не думайте, что я пришел отменить закон и пророк. Не отменить пришел я, а выполнить. Посправді кажу вам, покуль не проміняє небо и земля, ни водная йота, ни водная рыска не зникнет с закона, покуль не сбудется все. Тому, коли кто порушить одну з наименьших заповедей и научить к этому людей, то и наименьший назовется в Царстве Небесном. Кто же выгодает и научит, то великий назовется в Царстве Небесном». Это слово Чому на початку проповідання перша ідея фарисеїв, якого люди на фонд Ісуса Христа, була в тим, як назвати його пророком Іллею. Тому що Ісус наш, пророк Ілля, ви подобні на Ісуса. Пророк Ілля – це пророк моцний, пророк могутний, дійсний, пророк, який у життя Ізраїля принес конкретну перемену. І він змінив життя в таким болоті поміж невідданим, в таким болоті такої помилковості і поклоніння язичництва. Він змінив на вертання до Бога справжнього. І коли Ілля це зробив, люди пішли за ним вельми охотно. І коли Ісус вийшов і почав навчати, люди так само почали казати, що ось пророк Ілля вернувся. Тому що те, що казав Ісус, видавалося чимось новим. І навіть виводило народ з їх сну, з їх болота, у якої сам трапив. Але те, що їм видавалося правдивим, таким цікавим, от що те, куди Ісус їх вів, а те, що Він робив. Те, що Ісус, якби чоловіку здавалося, що слово, яке каже Христос, чини, які Він робить, то це, чого закликає. Це конкретна переміна в житті. Переміна, яка доведе, так як привів Ілля, чогось нового. Так як те, що Ілля зробив, привело до того, що дощ сошел на землю, що знову життя з'явилося в Ізраїлі, так і тут. Прийшов Ісус, який зараз все це вельми сумне, все це надоедливое, тяжкое, это право, Він його змінить. І далі щось нове, щось таке, що зробить з нашого життя увогуле життя нове. Життя, яке ми не відаємо, яке так справді буде, але щось нове. В це вірив народ, в це вірили апостоли, які прийшли за Христом. І вони вірили, що ось Він принесе щось нове в наше життя. Наше життя стане зовсім іншим. Тому Ісус каже в те слово: не думайте, що я прийшов змінити право і пророка. Не думайте, що я прийшов вам дати життя, яке буде, так сказати, зовсім новим, так як ви думаєте. Вам шматники розчарувалися в Ісусі, тому що зустрілися з тим, що нічого не змінилося. Апостоли за тим зустрілися. Коли апостоли йшли за Ісусом, думали: ось ми тут, нові люди, зараз ми тут пойдемо разом з ним, будемо володарити. А тут оказалося, Петр такий самий грешний, як і на початку. Юда, який так шмат ходив з Христом, до останнього моменту старався обманути і красти з клітки. Нічого не змінилося. Тому Ісус каже, що я не приношу щось нове. Я не принесу твоєму життю таку новизну, яку ти десь шукаєш, яка зробить твоє життя легким, яка зробить твоє життя таким, перемінить твоє життя безболезненно. Ось так раз, і нове сонце, нова земля, очень інакше.
Нема твоих грехов, нема твоих слабостей, нема твоего минулого. Все новое. На, бери. Нет. Я скажу, я не для этого пришел. Я пришел для того, как это право вспомнить. Это вообще забыть. Человек молится, широ молится. И ніби так видається, що все добре в моїй молитві, але у чимсь я і не тягну. Чогось не хапає. Человек постись, так ніби старается пост заховать, а потом раз и сам ест. Иисус приходит не переменить наше життя, не выбавить его от проблем, от клопотов. И Он приходит дополнить его. Но это то, что есть у жизни человека, сделать полным. Это так, как бы у такой мозаиці, яка здалека видається пригожим, а зблизька можна побачити, що не хапає конкретних часток. Ісус приходить, як ці частки класти в мозаику. Вот що він робить. Він не дасть нам нового життя, в яким не буде наших слабостей, наших грехов. Він дасть нам життя, в яким ми зможемо перетворити наших слабостей в мозг, у яким ми зможемо наші грехи бачити в конкретному мозку, через Христа. Ось це приносить Ісус. Ось цьому треба вчитися, це треба розуміти. Бо те право, яке приніс Христос, це право, яке доповняє чоловіка. Не тільки каже йому, як себе поводить, куди йти, що робити, але передусім доповняє чоловіка. Там, где тебе не хапает, это право возможно, когда Христос пришел на землю, и оно дополнит, оно не доходит. И оно поможет тебе показать, оно покажет тебе места, у яких ты повинен делать, у яких ты повинен працевать. А не працевать разве с Христа. Христос з'являється єдиною дорогою, якою ми можемо дойти до неба, через Його вознесенного Отця, наше суповнення. Молимся за святый костел, как у земной пилигримцы, и он неоспынно керовался светлом Христовой правды. Тебе просим. Выслушай нас, Господи. Молимся за христиан, как они памятали своим обвязку апостольства в свете. Тебе просим. Выслушай нас, Господи. Молимся за студентов, как они добро використовували дать им час учебы и подрихтовались до отказного виконания своих обовязков. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за детей, как они с радостью ходили на занятия по религии и охотно познавали отвечную мудрость и любовь Бога. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за супрацовников службы охоты здоровья, как Пан Бог подтримливал их у штоденной працы. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся о потребных ласках и Божьем благословении для Константина, Виктории и Александра. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за нас, собранных к алтаря Пана, как мы умели распознавать в нашем житии Божию волю и верно ее выполнять. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Добрий Боже, ти вислуховуєш нас і жадаєш допомогти нам. Навчи нас приймати Твою допомогу і дякую Тобі за все. Про Христа, Пана нашого. Амінь. Душа
Молитесь, братья и сестры, ко моим и вашего вера, ко Богу, да и Отец всемогущий. Как Бог примет вяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само накажешь нам и всему костелу святому. Боже наш Отче, вне ласкава на наше служение, прими дары, які ми тобі складаємо, і умацуй нас у любові. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серця. возносим мы до Пана. Подякуємо Пану, Богу нашому. Годно это и справедливо. Справедливо это и справедливо, слушно и споведно, как мы, святый Отче, завсюди и усюди тобі складали подяку разумилованного Сына Твоего Иисуса Христа. И Он Слово Твое, возликует и всю створил, и Его установленного от Духа Святого и наружного с Панны Марии, и послал нам экспаусу и откупителя. И Он, исполняющий Твою волю, нагубит тебе народ святый, распростер на крыжи свои руки, как смерть перемогши, и объявить мертвых повстаний. Тому за Него и с усими святыми мы прославляем Тебе, разом с ними воскликаем же. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, ныне. Благословенный Твой, кто приходит в имя Пана, Госанна на вершине. Соправды Боже, Ты святый, справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Бо просвета, действуя эмоцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освежаешь, и неоспинно сбираешь народ свой по восходу солнца и до захода, складал им Твоим чистым ахвяром. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти эмоцию Духа Твоего в этой дары, які ми принесли Тебе на ахвяру, как стали святым, телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здесь. В это великое пятница века. Прощай смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа Твоего. Пане, вспоминаючи Божию муку Твоего Сына, а так само и вздолное воскресение в небовшествии, и чекаючи Его другого приїзду, с подякою складаем Тебе в эту живую и святую ахвяру. Узглянь просим на дар Твоего костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, усмоценное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром на Тебе, как мы споведуем спадщину с выбранниками Твоими, наиперш на святейшей Павле Богородице Марии, со святым Юзефом и Абраамом, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Францишком и всеми святыми про заступництво их, мы сподяемся Твоим местом на допомогу. Просим Тебя, Пане, нехай эта ахвяра нашего поєднання принесе всему свету спокой и избавление. Будь ласкавым отзывать в вере, любови ко всем Твоей, любимой на земле, со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, Бископом нашим Тадеушем, с усими бископами, усим духовенством и усим народом Тобой откуплен. Будь милостивый до просьба в этой святи, яка по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласково з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих. Наших померлых братов и сестер и всех, кто власти произошел с этого света, милостиво прими у благодарства Твое, где мы сподеемся быть, как разом с ними завсюду радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана нашего, праз Его горбольское, уселянное добро. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные.
Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай достоинство покою дни наши, да поможи нам милосердностью Твоей, как мы призывали Бога от греха, и заховали всякого неспокою, чекали исполнение счастливой надеи и Христе Спасителя нашего, Иисуса Христа. Твое богатство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю». Просим, не избавляй на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкав Господь с Твоей волей, даруйте Его супокоем и верностью, яки живешь и голодаешь, и вечно. Аминь. Супокой вам, нехай завсюди будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним в знак супокоя. Вось раб Божий, вось той, хто бере на собі грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Йому. Аминь. Я не правда, как ты вошел на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Милосердный Боже, нехай поющая ласка Евхаристии вызволить нас от схильности до зла и веди наш шлях снова. Прос Христа, Папа нашего. Припоминаем, что завтра урочистость Божьего тела, прочистая святая миша в 19:01, а все будет процессия вокруг костела. Пан с вами. Нехай благословить вас Бог всемогущий, а Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в успокой Христа.